Пока вы шли, Вышли. Доброе утро всем. Уже с самого утра на форуме «Россия-Африка» у Рустама Минниханова двусторонние встречи. До пленарной сессии Райс Республики провел переговоры с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. По широкому спектру направлений у регионов есть соглашение о сотрудничестве. Товарооборот растет год от года и превышает 30 миллиардов рублей. Все документы, которые мы подписывали, и соглашения, и дорожные карты, все они реализуются. Санкт-Петербург для нас большой рынок, и в то же время Татарстан тоже большой емкий рынок для товаропроизводителей. Рустам Минниханов поблагодарил руководство Санкт-Петербурга за поддержку местных татар. Их в городе порядка 20 тысяч. Наши регионы дружат, давно дружат, у нас очень крепкие, надежные связи. Мы интенсивно развиваемся как в экономике, в туризме, в культурной сфере, в образовании. Вот. Мы не конкуренты, мы партнеры, самые настоящие. Мы дополняем друг друга во всех отраслях. Африка уникальна по природным богатствам, потенциалу рабочей силы. Татарстан готов способствовать укреплению российско-африканских отношений. Об этом говорили на встрече Рустама Минниханова и премьер-министра Исламской Республики Мавритания Мохаммедом Ульт Билалом. Субъекты должны более активно работать со странами африканского континента. У нас тоже пока не такой большой опыт работы. Очень внимательно надо посмотреть вопросы энергетики, машиностроения, автомобилестроения, ну и, конечно же, цифровые технологии. Потенциал Татарстана для сотрудничества Рустам Минниханов представил министру иностранных дел Анголы Антонио Тете. Особенно перспективны нефтехимия, нефтепереработка, IT-технологии. Татарстан – один из промышленно развитых регионов нашей страны. Лучший производитель полимеров, синтетического каучука и шин. Признаюсь, я раньше не знал столько подробностей о Татарстане. Послушав ваш доклад, я делаю вывод, что это регион, который вызывает интерес у Анголы и был бы ей полезен. На форум «Россия-Африка» приехали делегации почти всех африканских стран. 17 представлены на самом высшем уровне главы государства. Выступая на пленарной сессии, Владимир Путин изложил оценку состояния и перспективы развития всего комплекса связей между Россией и странами Африки в политической, экономической и гуманитарной сферах. По итогам прошлого года российско-африканский товарооборот достиг 18 миллиардов долларов. Это один из очевидных результатов сочинского саммита «Россия-Африка». Уверен, что нам всем вместе по силам в обозримой перспективе более радикально увеличить торговлю. И, к слову, заодно только первые полугодия текущего года объем экспортно-импортных операций со странами Африки вырос более чем на треть. Так, по итогам полугода вырос товарооборот Татарстана и Туниса. Сумма сделок превысила 20 миллионов долларов. И это еще не предел. Об этом говорили на встрече Рустама Минниханова и министр иностранных дел Туниса Набиля Аммара. Для нас Тунис очень интересен, очень важен. Мы хотим более активно продвигать нашу продукцию. Татарстану интересны поставки тунисских фруктов и морепродуктов. Есть хорошие перспективы в туризме. Курорты Туниса популярны у татарстанцев. Все направления очень важны. Это свидетельствует о тех отличных контактах, которые у нас были с вашей страной во все времена. И это мы будем продолжать. В работе форума принимают участие многочисленные представители российского, африканского и международного бизнеса. Ожидается подписание нескольких десятков соглашений о сотрудничестве. Одна из ключевых тем – вопросы продовольственной безопасности. Вопросы агропромышленного комплекса на всех встречах были обсуждены. Да, у этих стран есть потребность в продовольствии, потребность в зерне, продукции, которую мы производим долгого хранения. Форум продолжит свою работу завтра. По итогам этого дня Рустам Минниханов поручил профильным министрам создать рабочие группы с участием африканских коллег и активизировать контакты для расширения сотрудничества. Дмитрий Айринин, Марат Хусаинов, ТНВ, Санкт-Петербург.